بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Мы продолжаем свои уроки по толкованию Корана. Иншаллах, попытаемся довести значение аятов Корана. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюль уқдатан мин лисани яфқаху қаули ва джа'аль ли вазиран мин ахли. Дошли мы до аятов сура Аль-Бакара, 6 аят, иншаллах, 7 и 8 аят. Сегодня в этом уроке, иншаллах, расскажем про эти аяты и толкования. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Перевод этих аятов, уважаемые братья и сестры, поистине неверующим все равно, предостерег ты их или не предостерег, они не уверуют. Аллах запечатал их сердца и их слух, а на их глазах завеса, и для них уготованы великие мучения. Это был буквально перевод этих аятов, уважаемые братья. Что же касается тафсира этих аятов, иншаллах, то мы, иншаллах, сейчас про них и расскажем. Рассказав выше, на предыдущем уроке, Всевышний Аллах Субхану он описал, на предыдущем уроке мы рассказали то, что описал положение верующих, каково должно быть положение истинных верующих, а в этих же двух аятах, уважаемые братья, Аллах Субхану описывает положение неверующих, каково их положение. В последующих аятах, иншаллах, Аллах Субхану описывает положение лицемеров, мунафиков. То есть, в общем, Аллах Субхану для сравнения нам приводит, это сопоставление как бы. Когда положение верующих описывается, его итог каков будет, и положение неверующих, и каков будет их итог. Чтобы человек сопоставил, и он выбрал свой путь. Мы наставили человека, наставили его по двум путям. То есть по пути богобоязненности, когда он слушается Аллаха Субхану и идет по верному руководству, он доходит, иншаллах, до рая, до довольствия Аллаха Субхану. И если он следует своим страстям, своей прихоти, нафсу, шайтану, то он выбирает путь в джаханнам ведущий. Поэтому, иншаллах, посредством сопоставления в этих аятах, иншаллах, Аллах Субхану здесь уже описывает положение неверующих. Если вершина человеческого духа — это вера в Аллаха Субхану, его пророков, а также подчинение его повелению, то самая низость человеческого духа — это неверие, это куфр, неверие, то есть отвергать то, что Аллах Субхану нам дал, то, что дал нам посланник Аллах, привел нам, не веровать в это. Поэтому сердца неверующих, они черствы настолько, что даже призыв и увещевание лучшего из творения Аллаха Субхану, то есть нашего посланника Аллаха, не помогло им, и не способны были они оживить тот камень, который у них вместо сердец находится. То есть их сердца настолько очерствели, уважаемые братья и сестры, то, что они не хотят вообще не уверовать в это. Поэтому Аллах Субхану в этом аяте, и он привел пример. То есть им все равно, предостерег ты, о Мухаммад, и их не предостерег. Посланник Аллаха, он пытался их привести к религии, призвать их, но некоторые слушались, некоторые ослушались. И поэтому Аллах Субхану, он запечатал их сердца, их слух, их перед их глазами завеса, что описывается в следующем аяте. Всевышний Аллах Субхану о таких людях в Коране в других аятах говорит: «Инна алладина хаккат алейхим калимату раббика ла ю'минун, валау джа'адхум куллю аятин хатта ярауна азаб аль-алим». Поистине те, о ком подтвердилось слово, то есть решение Аллаха Субхану об их наказании, они не уверуют, пока их не постигнет мучительные страдания, какие бы знамения им не явились от Аллаха Субхану. То есть они все равно не уверуют. Уважаемые братья, про них Аллах Субхану в этом аяте говорит. Ибн Аббас радиллаху анху говорил, что посланник Аллаха старался наставить всех людей на истинный путь и очень страдал, когда не все отвечали на его призыв. Некоторые уверовали, некоторые отвергали. И Всевышний Аллах Субхану не спасал эти аяты, указывая, что уверует лишь тот, кому Аллах Субхану это предопределил, что он верующим станет. Чтобы посланник Аллаха не терзался этим. Потому что не в руках посланника Аллаха наставить всех людей на истинный путь. Аллах Субхану
яхти майяша, да, кого он пожелает наставить на истинный путь, а кого пожелает, он собьет с истинного пути. Поэтому, иншаллах, мы должны просить Аллаха Субхану, чтобы Аллах Субхану не сбивал нас с истинного пути, наставил нас на прямой путь. В другом аяте Аллах Субхану говорит: «Фаиннама алейка аль-балаг ва алейна аль-хисаб». На тебя возложена передача откровения. Это, то есть, ответственность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перед своей общиной. А на нас их отчет. То есть Аллах Субхану сам берет отчет, и Он сам, кого пожелает, наставляет посредством этого наставления на истинный путь. Если посланник Аллаха постарался призвать, наставить на истинный путь, то не все уверовали. Это уже от Аллаха Субхану. Значит, Аллах Субхану не раскрыл им грудь. Эти люди не поняли, и не хотели понимать. И у них не было стремления, чтобы понять, приблизиться к Аллаху Субхану, открыть свои сердца. Говорит то, что Он запечатал их сердца и слух, а на их глазах завеса. И для них уготованы великие мучения, наказания. Аллах запечатал сердца неверующих, лишив их восприятия духовного света пророчества. То есть илим они не могут принять. А илим — это свет от Аллаха Субхану, и их сердца черствые, не хотят принимать истину от высокомерия, от того, что они как бы до этого дня они заблуждались, и вот пришла истина, и как бы вся жизнь, которая раньше она была, она просто, да, напрасно была, уважаемые братья. Но, как говорят ученые, то, что ислам, он, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, то, что ислам прощает то, что было до ислама. Какое бы неверие было, если человек принял ислам искренне ради Аллаха Субхану, покаялся перед Аллахом Субхану, то все грехи предыдущие прощаются, которые были совершены до ислама. Одно из толкований слова «запечатать» хотама Ибн Касир, рахмахмуллах, передает от Муджахида, рахмахмуллах, это утопание сердца в грехах. Утопание сердца в грехах, так что в итоге оно полностью охвачено грехом со всех сторон. То есть человек настолько он грешил, то, что он уже, его сердце стало настолько черствым, что оно уже не понимает истину. Как говорится в одном хадисе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, передается от него, то, что человек, он совершает грех, и когда он совершает грех, одна точка черная появляется на его сердце. Если он кается, то эта точка исчезает. Если он дальше совершает грехи, то появляется еще одна точка. И этих точек становится такое большое количество, что его сердце полностью покрывается чернотой, становится черствым, и этот человек не понимает назидания, не принимает истину. Поэтому в первую очередь нужно покаяние перед Аллахом. Очистить сердце. Когда сердце очищается, когда человек кается, она раскрывается, и она уже начинает понимать истину. Понимать те аяты, те наставления посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которые дошли до нас, уважаемые братья. Также есть некоторое мнение, некоторые толкователи Корана, имеющие отклонение вероубеждения, они, пытаясь уйти от буквального значения этого аята, они считают, что Аллах Субхану не может запечатывать сердца людей, потому что это якобы несправедливо. Но мы им ответим. Существует множество аятов с похожим смыслом. Приведем эти примеры. Аллах Субхану говорит: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Мы отворачиваем их сердца и их взгляды от истины, поэтому они не верят. Поскольку они не уверовали в него, в Коран, в первый раз, и оставляем их бродить в собственном заблуждении. То есть в этом аяте, из-за того, что они в первый раз, услышав Коран, они не уверовали в него. Аллах Субхану, Он говорит то, что Он отворачивает их сердца и взгляды от истины. Из-за этого они не веруют. И они остаются в своем заблуждении, бродя, уважаемые братья. Также в другом аяте Аллах Субхану говорит: «Фалямма загу азага Аллаху кулубахум, валлаху ла яхди аль-каум аль-фасикин». Когда же они отклонились от истины, Аллах отклонил их сердца. То есть они сами не хотели принимать истину. Они отклонились, и Аллах отклонил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Аллаху ля яхди аль-каум аль-фасикин, которые вышли из повиновения Аллаха Субхану, не используя данную им силу и желание на пути истины. Просто они хотят не повиноваться, они хотят повиноваться своему нafсу, своей прихоти. Есть и другие аяты, в которых Всевышний Аллах Субхану ясно говорит, что запечатал сердца неверующих, наказав их за их грехи. Не просто так, по несправедливости, а наказав их за грехи, за насмешки над пророками и над истиной, которую доносили до них эти пророки. Это его божественная справедливость, а не притеснение. То есть они это заслужили, уважаемые братья и сестры.
Имам Куртуби, рахмахуллах, пишет, что существует иджма, то есть единогласное мнение ученых о том, что запечатывание сердец неверующих — это действие, которое Всевышний Аллах Субхану совершает сам, никто иной, а именно сам Аллах Субхану. И это наказание за их неверие. То есть это все по справедливости. Кроме этого, это подтверждается дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мольбой посланника Аллаха, который говорил: «Я мукаллибаль кулуб, саббит кулубуна аля диник». О владыка сердец, утверди мое сердце на твоей религии. Уважаемые братья, чаще повторяйте это дуа. Повторим его: «Я мукаллибаль кулуб, саббит кулубуна аля диник». О владыка сердец, утверди мое сердце в твоей религии, чтобы наше сердце, она не искажалась, чтобы она нашла свое спокойствие именно в религии, уважаемые братья. Но мы должны помнить, что это не дает нам права решать, что у кого-то из неверующих навеки запечатано сердце. То есть вот Аллах Субхану запечатал его сердце, и все, он останется неверующим до конца жизни. Потому что Аллах Субхану насадит его на прямой путь. Бывает то, что, как говорится в хадисе, то, что остается буквально один шаг до джаханнама, и Аллах Субхану по своей милости и милосердию прощает этого раба и вводит в джаннат. Шаг остается для джанната, и Аллах Субхану наказывает этого своего раба и ввергает его в джаханнам. Поэтому нет для нас никакого обещания, уважаемые братья, то есть именно полностью убежденность, чтобы человек, он будет человеком рая, пока не будет расчет. И если мы знаем то, что этот человек, сейчас он неверующий, но он может, возможно, то, что Аллах Субхану раскроет его грудь, он примет ислам, станет истинно верующим и покается за свои деяния, потом он станет, уважаемые братья, верующим. Есть сподвижники некоторые, которые даже не совершали намаз, но они уверовали, приняли ислам и пали на путь мученикам, будучи мучениками на пути Аллаха Субхану, в конце концов они войдут в джаннат, иншаллах. Но до этого они были неверующими, сражались на стороне неверующих. Вот посмотрите, каков был их итог в конце концов. Поэтому если человек живой, мы не говорим то, что этот человек, он умрет неверующим. Нет. Пока этот человек жив, мы не можем о том говорить. Если он уже умер, будучи неверующим, тогда можно говорить, как, например, фараон, да, который умер, будучи неверующим. Про него мы уже открыто говорим, потому что и Коран нам об этом говорит, уважаемые братья. Вкратце, в этих аятах, как мы сказали, Аллах Субхану описывает положение неверующих. То есть сопоставление, когда идет описание верующих, какого их должно быть положение, а здесь уже идет описание неверующих. Поэтому, если человек, который еще не уверовал, до сих пор сомневается, до сих пор он думает, уверовать, не уверовать, то, бисмилля, пришло время сегодня, здесь и сейчас принять ислам, пойти в религию, уважаемые братья и сестры. Те люди, которые до сих пор сомневаются, до сих пор думают, читать ли надо мне, читать, не читать, принять ли ислам, не принять, откройте Коран. Откройте Коран, прочитайте эти аяты, и Коран сам за себя будет заступаться, отвечать на ваши вопросы, иншаллах. Потом покайтесь перед Аллахом Тааля, и Аллах непременно раскроет вашу грудь, и вы поймете истину, иншаллах. Покайтесь таким образом, чтобы уже не повторять те ошибки, которые были раньше. Тогда, иншаллах, Аллах раскроет нашу грудь, и Он не запечатает наши сердца. Он не запечатает наш слух, наши глаза, они увидят истину, они услышат истину, они почувствуют истину, иншаллах, и сердце смягчится, сердце уже, иншаллах, буквально побелеет, и мы будем намного ближе к Аллаху Субхану Тааля. На этом мы заканчиваем свой урок. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.